Эй, привет всем! Я сегодня зашел в гости к одной очаровательной девушке. Вот она стоит. Всем доброе утро. Да, перехорашивается. Сегодня мы поговорим на тему бизнеса. Нишу такую выбрал, это сфера красоты. Вот Валентина занимается бровями, визажом, макияжем, все, что девушки любят. Знакомьтесь. И вот я активно сейчас готовлюсь к съемке, прихорашиваюсь пока. Да. Скоро мы с вами к вам присоединимся. Давай. Хочу показать вам свою студию. Здесь компактно, в основном для макияжа, для бровей. 2 рабочих места, 3 рабочих места для причесок, это вот для макияжа и бровей. Круто. У нас очень светло, у нас очень уютно, мне нравится, чувствую себя как дома. Я сама создала это, моя старшая дочка, можно сказать. Так что я работаю здесь вообще с любовью, прихожу на работу. Давай поговорим про то, как вот такую подобную красоту сделать. Расскажи более подробно, когда ты начала этим заниматься и почему именно вот такая сфера, почему именно красота? Я начинала работать, вообще я работала в офисе, как обычные люди, и потом ушла оттуда через 6 лет. С 12-го года работы, 7-й год. И почему макияж? Потому что я очень люблю рисовать. В общем, я окунулась и влюбилась, и до сих пор влюблена в свою профессию и продолжаю. И мне очень нравится, я прям готова дальше развиваться, дальше расширяться, можно сказать. Так, в студию я открыла 4 года назад, как вот летом. В общем, студия у меня активно работает 4 года. То есть ты работала где-то параллельно по найму и еще студию открыла, да? Нет, я как стала визажистом, я сразу открыла ИП, я по найму, то есть место арендовала в одном салоне красоты, 2 года проработала, и я поняла, что все-таки мне хочется более свое открыть. К тому времени у меня были уже своя база клиентов была, и поэтому все-таки я смело решила открыть. Как узнала про помещение, потому что я тут рядом работала, узнала помещение, я сразу взяла и открыла. А так я планировала в голове достаточно долго и не думала, что сразу вот так быстро открою. Появилась возможность, все, 15 числа даем тебе ключи, и 15 ты начинаешь. А что мне делать? Я уже заплатила, быстренько сделала ремонт, поругалась. Тогда мы не женаты были с мужем. Конечно, мы все. Сестры мне помогали, подруги мне помогали, муж мне помогал. И, в общем, мы собственноручно все сделали и открыли. На самом деле здесь очень просто, белые стены. И главное, чтобы оборудование хорошее было. Вначале, конечно, у меня все было там по-быстрому, все максимум дешевле. Потом это у нас 3-й ремонт. И по ходу, со временем я поняла, какие нам нужны шкафчики, какие нам нужны лампы, какое пространство нам нужно и так далее. И сейчас вот то, что вот сейчас вы видите, это результат немножко таких мыслей, которые все-таки я изначально видела. Постепенно такими мышиными шагами пришла к этому. То есть, смотри, ты представляла до того, как открыть салон, то, что салон должен быть такой в идеале, открыла, и как получается всегда, как сказать, более дешевый вариант, а потом с годами нарабатывала. Потому что я не называю это вот салоном красоты, это студия. Студия это должно быть компактно. Я люблю минимализм, я не люблю там плакаты, цветы и так далее. Вот приходит человек, и акцент только на мастера, на себя, и все. На самом деле тут самые нейтральные оттенки, которые не отвлекают клиента. Очень-очень здорово, на самом деле, клиенты, когда сами же говорят, признаются, что очень уютно стало, очень красиво стало и так далее, очень нравится. Конечно, вот самое главное, чтобы клиентам было очень удобно и очень было комфортно, меня это очень мотивирует. Вот, расскажи про свой путь. Получается, ты работаешь конкретно вот в сфере красоты 8 лет, да, как ты сказал? 7 лет. 7 лет. И 4 года назад открыл. То есть 3 года ты нарабатывала базу клиентов? Да, 3 года. И хочу еще немножко прям конкретно. Про это расскажи, вот каким образом ты вот вообще в самом начале начинала, да? Как, может, где-то обучилась? Потом, каким образом своих клиентов первых находила?
На самом деле, когда я все-таки поняла, что надо уйти с основной работы в офисе, я в частной фирме работала, ну, как обычно, вот с пятницы до пятницы, с 9 до 6, зарплата до аванса, с аванса до зарплаты. И меня это так достало, что потолок, я стала старшим менеджером, и все. Дальше вот девушек, ну, карьерного роста не было. И я, в общем, решила все-таки как-то вот просто всех красила раньше. Все-таки решила, мне было страшно, когда пришел первый клиент, который готов был мне платить деньги. Как он пришел к ней? Ну, через знакомую, через мою однокурсницу, ее подруга пришла и попросила меня: Валя, меня накрасишь на мою свадьбу? И мне тогда стало страшно, и я поняла, что я ничего на самом деле не знаю. И вот я тогда начала искать преподавателя, я нашла Веронику Николаеву. Вероника моя благодарность, потому что основные визажисты через нее прошли. Но все-таки основной фундамент — это база. Я поняла, что через некоторое время, что база у меня слабая, и сразу я начала повышаться. Я каждые полгода ездила в центральные города на повышение, на конкурсы участвовала. Мне кажется, это был самый основной этот каркас, то, что вот сейчас происходит в моей голове. И потом я была фанатом. Я не имея даже базу клиентов, не имея 0 клиентов, я каждый день приходила на работу, я приглашала моделей и до вечера работала бесплатно. Я не знаю. И когда я вот начала заниматься бровями, я всегда своим ученицам говорю, я сама не стала, тогда даже бровистов не было в 2013 году. Клиенты сами из меня сделали бровисты, потому что им нравилось, как я делаю им брови, и начали: давай ты мне сделаешь просто брови. Представляете, я выезжала за 200 рублей, я за 200 рублей делала брови из другого конца города на другой конец на автобусе со своим кейсом. И вот таким фанатом я была. Заглядываясь назад, я вообще немножко, мне страшно, я бы никогда не рискнула с кредитной картой, с огромными долгами, с 0 клиентов, с нулевым доходом поехать в Москву учиться первый раз в город одна. Я вот сейчас никогда бы не полетела, сейчас вспоминаю. И мне учиться страшно. На бровиста, получается? Нет, вообще на повышение первый раз в Москву я полетела одна. На кредитную карту, в общем. Я очень долго расплачивалась кредитом. В общем, если кратко говорить, я была в минусе 1,5 года. Сейчас начинающие мастера хотят сразу денег. Я особо, если честно, немножко не доверяю таким мастерам, потому что опыт приходит со временем, через год минимум. А через 5 лет вы станете вообще хорошим мастером, востребованным, если вы никогда не опустите руки. Вот. То есть в твоем понятии нет такого, да, то, что человек, допустим, захотел заняться визажом или бровями, отучился какое-то время и сразу начал зарабатывать? Нет, на самом деле нет. Сделайте в течение года 100 бровей. 100. Красьте человек, каждый день хотя бы одного человека, вы через год станете мастером. А пока нет, вы не мастер. Вы через 2 месяца, когда начнете работать с моделями, либо с клиентами, вы поймете, что у вас что-то не то и должны поехать уже на повышение. Вот тогда только станете мастером, а просто вот базовый курс, на самом деле в Якутске, девочка, базового курса хорошего нет. Получается, вот после обучения у человека сразу появляется и экспертность, и получается повышается уровень уверенности в себе. Да, это и потом нарабатывать. Каждый человек все равно всю информацию себе не берет, поэтому почаще учитесь у разных мастеров, у разных профессионалов, тогда вы что-то от кого-то берете, какой-то процент информации, и вот по-своему наработаете, и у вас появится свой почерк, наработаете свой почерк, и к вам будут идти клиенты, которым нравится именно ваш почерк. У каждого мастера есть свой клиент. Кто-то любит яркий макияж, допустим, идет визажист, который умеет и хорошо делать яркий макияж. Кто-то любит там легенько, кто-то любит, допустим, как я, брови. И вот на брови в основном очень много ходит. Ясно. Получается, вот в тот момент, когда ты обучалась и делала людям макияж почти что бесплатно, даже бесплатно, да? И тем самым нарабатывала... Да. Я до сих пор бесплатно работаю. Тем самым, эти люди стали потом твоими клиентами? Конечно. То есть сарафанное радио ты тогда уже нарабатывала себе? Очень мне помог на самом деле салон, потому что
Начинающим мастерам я всегда советую, идите в салон красоты, где есть косвенные другие мастера, ну, допустим, нету бровиста, нету визажиста. Они будут давать вам клиентов. Если клиент, ваша задача удержать клиента. Вы удержите, вот создадите свою базу. А потом у каждой девушки есть в группе в WhatsApp одноклассница, есть однокурсница, все равно расскажет, и хоть какая-то часть все равно хоть один раз к вам придет, этот один человек, если понравится, приведет второго, этот второй еще двоих, вот так. И вот этот, на самом деле, бровистом быть, мне кажется, очень выгодно. Вложения особо больших, как у визажиста, не требуется, и это такой замкнутый круг, у всех брови есть, и брови всегда растут. И поэтому вы без хлеба с маслом не останетесь. Если вы хотите хлеб с маслом и с икрой, тогда преподавайте. Вот первый клиент, который заплатил тебе деньги, да, каким образом ты нашла путь к этому клиенту, а потом каким образом ты построила постоянный поток? Я очень боялась, что я потеряю навык. Я очень боялась, что клиенту не понравится. Я очень боялась. Вообще мне было страшно, поэтому я очень много над собой работала. Если вы будете много над собой работать, у вас будет получаться. Нет на самом деле, что у вас с рождения талант видеть брови, идеально делать. Нету такого. Плюс просто уметь хорошо делать брови — это полдела. Мне кажется, все-таки к клиенту надо относиться, надо людей любить. Я очень люблю женщин, я это прям открыто говорю. Я очень люблю общаться с клиентами. Я прям обожаю, когда клиент приходит второй раз, даже возвращается через 4 года. В течение 4 лет клиент про меня не забыл. Это вообще, знаете, какое счастье, можно сказать. Вот, поэтому, на самом деле, сперва посмотрите на себя. Вы пришли к такому мастеру, вот, проанализируйте. Если мастер неопрятно выглядит, если мастер, допустим, там у себя на дому, но как-то вот на тяп-ляп принимает клиента, клиент все равно не вернется еще раз. Клиенту нужно уделить немножко внимания, комплименты в меру сделать. Вот. Лайфхак такой, да? Да. Я стала женским психологом. Сколько женщин через тебя прошло, наверное? Ну, в среднем все сплетни знаешь, наверное, в городе, да? Нет, знаете, я человек, наоборот, не сплетник, поэтому у меня и наработалась такая база, что со мной не сплетничают. Со мной, наоборот, делятся, со мной, наоборот, советы спрашивают, со мной разговаривают на какие-то... В основном про путешествия очень часто разговариваем с клиентами, про уход, про даже стиль одежды, очень часто. И очень часто про детей, как я стала мамой, прям вот очень много клиентов стало, прям, в общем, я многих стала понимать сейчас. Как ты вот открыла салон, какие трудности были, как ты вот первого человека нанимала к себе на работу? Ты же не одна открывала? То есть салон открыла и не одна же здесь работала, все равно же подразумевала, что кто-то придет и будет работать. Уже знаешь, да? Да? На самом деле я одна работала. Да? Я вот, как было, я как раз к тому времени, вот 15 апреля дают мне ключи, а я в начале апреля должна была полететь в Новосибирск на очередное повышение. И хотела все-таки сделать. Заказала Виктории диванчик, вот самый первый диванчик, который стоит, до сих пор стоит, он мне нравится. И потом я там в Новосибирске в Икее заказала, оттуда сразу отправила, после обучения приехала, и за мной сразу вся мебель, все оборудование пришло. И я сразу за вечер открыла, можно сказать. Так, первым моим работником был администратор. Я хотя единственный мастер, но у меня был администратор. Записывала, она консультировала. Это моя знакомая девочка, я так благодарна ей. Потом я после обучения нашла одну девочку, Александра Никифорова. Она у меня проработала 3 года, но в связи с переездом ушла от нас, к сожалению. Но как она пришла, я заметила, что все-таки я не только как мастерство, да, замечаю, я больше замечаю на человеческие
качества. Человек есть пунктуальный, ответственный, вот это очень чистоплотный, девочка как выглядит сама, как общается с клиентами, вот это очень важно. А потом вот оттачивать, это вот мое дело. Я вот как вот под своим крылом Сашу вырастила, она как мое дитя. И я очень рада, что Саша мне помогла именно во время декрета. То есть, получается, я как бы ушла от студии на время, всего на 2 месяца я отсутствовала, но клиенты не ушли. Они пока на время перешли к Саше, а потом вернулись обратно. Вот это, мне кажется, очень здорово, когда все-таки кто-то тебя заменяет. И на доверительных условиях, если честно, у нас даже письменного договора с ней не было. А вот с администратора, когда нанимала, получается, каким образом, штатное расписание или каким образом? Нет, я, если честно, немножко горе-бизнесмен. Ага. Я считаю себя более творческим человеком. Если честно, да, вот как и Саша, у нас с Сашей было вообще без никаких договоров, я просто дала ей рабочий телефон, она просто отвечала. Она могла и из дома, могла и когда сидела в кино, отвечать в WhatsApp, отвечать на звонки и просто вечером отправлять. На Бали завтра у тебя во сколько-то вот так запись, и вечером чек, и сразу бывало, что я даю в конце месяца, либо сразу расплачиваемся за день, в день. Угу. Это как персональный помощник, да? Да, это как персональный помощник. Потом я стала Наташу все-таки немножко нагружать таким образом. Распечатай что-то, сходи, оплати что-то. Вот такие тоже какие-то личные дела тоже она мне очень помогала. Мы открывали, отметили открытие очень достаточно прям на широкие ноги, если честно. Вот в этом здании раньше был ресторан «Ретро», и мы замутили вечеринку для звезд эстрады. Я сейчас вспоминаю, зачем я именно звезд эстрады. Надо было все-таки своих родственников позвать. Но, если честно, я думала, что, наверное, ради рекламы, но это мне ничего не дало. Это была моя ошибка, если честно. Но зато я познакомилась с хорошими людьми. Я очень рада. Немножко осадок приятный остался такой после... Вообще, мы очень хорошо и весело отметили. Угу. А потом, получается, вот салон работал, начали приходить мастера. Как ты работала с мастерами другими, на каких условиях? И каким образом выбирала, каким образом, допустим, любой мастер к тебе может подойти работать, или ты с одним мастером все время работаешь? Нет, к сожалению, я такой человек, что я привыкаю к человеку, новому человеку очень-очень долго. Я не могла вообще принять еще второго человека. Были попытки, всего пару попыток приходили, но меня, знаете, как-то вот, не знаю, напрягало вот это вот новый человек, надо привыкать и так далее. А потом, когда вот Саша в январе переехала в Казахстан через 3 года, и я немножко 3 месяца отвыкала от Саши, привыкала к новой обстановке. Я не могла дальше одна работать, потому что уже Сашины клиенты ко мне шли, и я должна была работать уже за 2 с маленьким ребенком. Делегировать надо было. И потом я взяла девочку, потом еще повторно одну девочку. И сейчас у меня пока 1 визажист только. И я открыто сейчас уже готова принять новых мастеров. Я к этому только созрела, можно сказать. А кто к тебе может прийти? Какие, критерии отбора? Мои ученики только, мои выпускники только. Тех, кто знаешь, да. Кстати, ты расскажи, каким образом ты начала заниматься инфобизнесом, когда ты это решила и как все это было? Через 2 года начали писать мне: Валентина, вы обучаете. То есть получилось предложение в связи с спросом. Спрос появился, и я опять-таки решила полететь в Москву на обучение, чтобы получить преподавательский сертификат. Я была немножко разочарована, что я все знаю на самом деле. И создала программу, авторскую программу, можно сказать. Создала авторскую программу, и по этой авторской программе я сейчас обучаюсь. С каждым годом, конечно, я немножко добавляю, усовершенствую. Как будет? Совершенствую. Вот. Раньше я принимала в группе по 4 человека, сейчас. Потом я со временем поняла, все-таки это немножко накладно и для учеников очень неудобно. Сейчас я принимаю только 2, то есть в группе. Такая компактная группа, что человек приходит и просто прям и преподаватель в доступе, и информация,
Ну, в общем, все, обстановка такая спокойная и уютная. А потом я сейчас решила все-таки с июля месяца набрать следующую группу побольше, на один человек, 3 только. Потому что у нас будет, сейчас идет ремонт, будем делать новый учебный класс, чтобы мастерам не мешать. Угу. Вот, получается, у тебя все так постепенно. Да, постепенно. Знаете почему? Потому что все-таки сразу делать это немножко неправильно. Потому что многие боятся, вот я отучилась и сразу открою студию. Если честно, вы сразу в минус идете. Хотя бы очень печально, когда вот человек с концы не умеет находить клиентов. Допустим, нет, не только это. На самом деле конкуренция сейчас очень большая, что человек сперва пытается, конечно, после обучения в эйфории, да, закрывать аренду, потом уже начинает в минус уходить, доходов 0 и так далее. Через полгода человек понимает, что все-таки это не мое, и бросает. Поэтому постепенно начинать, на самом деле, не только безопасно, на самом деле это очень классно. Вы как мастер и вы как вообще человек поднимаетесь, растете. Мне, например, вот оглядываясь назад, я смотрю даже вот на свою внешность. Почему у меня такой цвет волос? Почему я вообще так выглядела? Почему я такие работы делала? Почему я так думала, да? А почему я вот сейчас как думаю, почему раньше я не додумалась? Потому что я росла. Я вот это прям чувствую. Я сейчас с уверенностью могу сказать, что я себе нравлюсь. Как я сейчас вот выгляжу, как я сейчас, к чему пришла. Ну, хотелось бы, конечно, еще получше, да, чем сейчас. Но это все равно со временем. Время придет. Да, хорошую историю сказала. Слушай, короче, есть такой традиционный вопрос, который я задаю всем. Представь себе такую ситуацию. В общем, обстоятельства сложились так, что ты должна переехать в другой город, где тебя никто не знает, и просто вот переехала в другой город, и твоя задача найти клиента. Что ты будешь делать в первую очередь? Мне кажется, я не пропаду, потому что, во-первых, моя профессия очень востребована, у всех есть брови, все нуждаются в макияже, но я в первую же очередь, наверное, напишу своим коллегам, своим знакомым, с которыми я познакомилась в разных обучениях, из разных регионов мастера, которые. И, в общем, я, наверное, пойду в салон на проценты. И параллельно буду все-таки вести в Инстаграме, попытаюсь поработать с фотографами, с журналами, с какими-нибудь, с преподавателями, у которых, допустим, в этом городе работаешь, да? Мне кажется, я не пропаду, это будет, наоборот, очень такой толчок для меня будет, потому что все-таки я сейчас, есть как многие говорят, любят говорят, да, я жаба в маленьком городе, а я там буду лягушка в большой болоте, так что, мне кажется, это будет для меня наоборот. Ага, я сейчас. Вот теперь такой вопрос. Ты вот, оглядываясь назад, да, вспомни себя вот начинающую и представь себе девушку, которая тоже вот начинает, да, и то же самое хочет сделать, какой-то салон открыть, и вообще наработать базу клиентов, и заниматься обучением, да. Какие самые 3 совета ты бы ей дала для того, чтобы вот достичь, можно сказать, твоего уровня? Во-первых, очень много работать бесплатно. Бесплатно, очень много в течение года. И не отпускать руки, и ни в коем случае не брать кредит. Это первый совет, да. Первый совет. Второй совет – это пойти работать в салоне красоты, где нету этого мастера, то есть бровиста нету, допустим. А есть парикмахеры, косметологи, то есть они будут давать тебе клиентов. И третье, не торопиться, не отпускать руки и все-таки себе довериться, послушать себя. Если ты сомневаешься, да, поскорее бросать и заниматься уже каким-нибудь другим делом. И если ты уверен, что у тебя получится, тогда послушай себя и доверься только себе, у тебя точно получится. Круто.
Итак, друзья, благодарю всех, кто досмотрел до конца это видео. Давайте скажем спасибо Валентине за то, что она поделилась своим опытом, и поставим лайк. Также подписывайтесь на мой канал, таких интервью будет еще больше. И такое маленькое объявление для тех людей, которые думают, да, каким образом открыть свое дело. Внизу под этим видео я оставлю ссылку на другой видос, где, посмотрев который, вы можете понять для себя, каким же делом заниматься именно вам. На этом все. До следующих встреч. Пока.